приходят не только пожилые люди, мужчины, женщины, там приходят и молодые семьи, и с колясками, и с собаками, и маленьких деток с собой приводят. Приезжают, бывает, что и на запорожцах, а бывает на дорогих иномарках приезжают, открывают багажник, и я понимаю, свои люди. Тут небольшой город, а маленький, типа деревня, поэтому я четко знала, что у нас здесь раздельного сбора нет и не может быть. Но мой отец уже много лет занимался тем, что собирал металл, и я начала свою деятельность с того, что просто жестяные и алюминиевые банки не выбрасывала, а собирала отдельно и отдавала отцу. Потом отец стал ездить в Питер и в Мурманск и сказал, что он может отвозить, допустим, стекло. Я нашла точки, где в Питере принимается стекло, и начала через отца это все дело передавать. И как-то вот так втянулась. Я сам с деревни, и у нас всегда, как говорится, отходы пищевые, как говорится, животным, как говорится, что-то сжигалось, что-то, как говорится, перерабатывалось. Когда пионером был в лучшем пионерском отряде по сбору макулатуры и металлолома, но, видно, это, как говорится, осталось где-то. Это наш склад вторсырья, мы называем его между своими экоточкой. Здесь мы временно храним все собранное с акций, то есть у нас раз в месяц примерно приходят люди и сдают все виды вторсырья, которые мы принимаем. И вот там вот наклеены пакеты. Это как раз вот у нас плотненько все набито, это вот пакеты, которые отправятся на Питер. Вот такие обычные пакеты, которые обычные повседневные, из-под туалетной бумаги, какие-то диски, пакеты, майки. Макулатура вообще имеет 13 видов, но мы собираем 5. Конкретно картон, белая бумага, газеты, книги, и все остальное у нас отходит просто в солянку. Солянку мы отправляем в Апатиты. Там есть у нас макулатурный завод, который из этого всего делает туалетную бумагу и бумажные полотенца. Здесь мы собираем кеги, которые также отправляются в Питер, и вещи для приюта, потому что у нас здесь есть 3 приюта собачьих, которые, к сожалению, точно так же, как и наше движение, это чисто на альтруизме и на желании людей сделать мир лучше. То есть их никак не финансируют, их никак местные власти не поддерживают, поэтому они выкарабкиваются за счет вот помощи горожан. И вот эти все теплые матрасы, вещи, это все отправляется туда им непосредственно. Изначально, когда нам этот склад вообще выделили, мой знакомый предложил здесь все правильно раззонировать, причем даже сетками. Но, как показывает опыт, от акции к акции неоднородное количество одного и того же вида вторсырья, то есть бутылки. Я просто решила налепить здесь непосредственно этикетку, чтобы не путаться. Но у нас бывает иногда пару мешков приносят, а иногда так много, что он прямо аж до туда доходит. То есть раззонировать сетками не получилось. Все, мы сегодня пластик не принимаем, но раз вы первый раз, вам бонус. Так что мы забираем все это. Вот эти все пакеты, это все бонусом. Я вам сейчас за место этого мешка еще не дам. Хотите? Да, давайте. Так, подождите. А что вы вообще принимаете сегодня? Вообще мы сегодня принимаем металл, стекло, макулатуру, батарейки. Батарейки есть еще. У меня на дачах люди печки топят, гвозди с золы собирают и приносят, как говорится, пластик, бутылки. Теперь возле гаражей никто ничего не выкидывает, все складывают, как говорится, отдельно. Сейчас как раз-таки летнее время наступило, все разъезжаются по отпускам, по дачам, еще куда-то, и поэтому и добровольцев, которые помогают, меньше, и те, кто участвует, тоже их меньше. Ну вот. А самый, конечно, пик — это январь-февраль, после новогодних праздников и гуляний. Вот это, конечно, вау, как много. Там просто, как говорится, грузовиками вывозили. Хочу
чтобы точки приема вторсырья были в Кировске и в Апатитах. Причем не одна, а минимум парочка. Это позволит людям большему количеству людей сдавать все это. Плюс, чтобы как минимум на каждой точке был тоже пресс, что позволяло бы спрессовывать и еще больше принимать. И чтобы во всех учреждениях стояли контейнеры для раздельного сбора. Потому что на улице ставить, к сожалению, у нас климатически это не подходит. У нас все засыпет снегом и не подойдет.